Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, снова призываю вас не забывать ставить лайки. Ваши лайки и комментарии помогают продвижению моего канала. Министерство внутренних дел Словении продолжает депортировать нелегальных мигрантов. Несмотря на то, что они просят убежище в Словении, говорят о том, что им возвращаться в свою страну опасно, хотят найти работу, ассимилироваться и уже начали учить словенский язык. И в то же самое время Словения нуждается в рабочей силе и импортирует рабочих в Словению. Вот одна конкретная история конкретного человека. Анризе Болдуэн бежал из Нигерии, опасаясь за свою жизнь. Живет в Любляне с июля прошлого года. И теперь Словения хочет его депортировать. И это не единственный пример. Наш беженец Анризе Болдуэн, очень странная фамилия, мне кажется, для нигерийца. Интересно, она у него такая по документам, или, скорее всего, он приехал в Словению без документов и так себя назвал. Он сейчас живет в приюте для беженцев на Котниковой улице. Он по специальности графический дизайнер, но работает в Словении в компании быстрого питания. И он пошел на повышение на своей работе и стал бригадиром. Также помогал пострадавшим при наводнении, помогая им выносить свои вещи. Надеюсь, что власти не сочли это за мародерство. Чтобы добраться до Словении, ему понадобилось целых полгода. Он ехал из Нигерии через Ливию, Грецию, Сербию и Хорватию. И почему-то в Хорватии ему было труднее всего. Он описывает насилие хорватской полиции, охрану с собаками, содержание в ужасных условиях. Короче говоря, по его биографии уже можно написать книгу, а может быть даже снять фильм. И вот такого вот интересного человека с трудной судьбой словенское государство хочет обратно отправить в Нигерию. Что вы думаете об этом? Делитесь своим мнением в комментариях. Жилищный кризис в Словении достигает своей максимальной критической точки. На рынке арендного жилья спрос значительно превышает предложение. Цены на аренду становятся все выше и выше. Кто вообще может позволить себе снять жилье? Согласно отчету неправительственных организаций, на рынке арендного жилья спрос значительно превышает предложение, цены на аренду растут, а доступ к жилью особенно затруднен для определенных групп, которые также сталкиваются с дискриминацией при поиске арендного жилья. Ситуация оценивается как катастрофическая. В последнее время собственники все чаще и чаще начали сдавать койко-место, потому что всего лишь за одну постель они могут брать по 300 евро и размещать в одной комнате аж по 5 человек. Какие же социальные группы сталкиваются с проблемой арендовать жилье? Конечно же, на первом месте идут мигранты. Также очень сложно арендовать жилье трансгендерам, квир-людям, людям с животными и многодетным семьям. Так что, если вы, не дай бог, квадробер, то вам будет очень сложно снять жилье в Любляне. Приведу вам случай из жизни. Моя приятельница сейчас в данный момент ищет жилье. И она столкнулась с таким отношением. Позвонив по одному из объявлений, хозяин сразу же услышал русскоговорящий акцент и сказал, что ни украинцам, ни русским я сдавать жилье не буду. Идеальным квартиросъемщиком для арендодателей является благополучный, хорошо зарабатывающий, одинокий человек или бездетная пара. Не представляю, как выкручиваются люди, получающие минимальную словенскую зарплату. Потому что аренда однокомнатной квартиры в Любляне зачастую превышает минимальную ежемесячную зарплату в Словении. Помимо забитых мигрантами комнат с койко-местами, также в новостях отмечают об ужасном качестве воздуха в Любляне. В конце августа Европейское агентство по окружающей среде объявило, что Любляна занимает 6-е место из 372 европейских городов по качеству воздуха. Правда, 6-е место с конца. Мэр Любляны Зоран Янкович
не оспаривает эти цифры, но отмечает, что все измерительные станции качества воздуха располагаются вдоль транспортных магистралей. Также он говорит, что 6-е место с конца еще не катастрофа, ведь есть 5 европейских городов, где качество воздуха намного хуже. Лично я не замечаю плохого качества воздуха в Любляне. Мне кажется, что воздух в Любляне достаточно чистый, возможно потому, что я живу в зеленом районе, прямо как мэр города. Посещение смотровой башни «Кристалл» в городе Рогажка-Слатина превзошло все ожидания. Муниципальные власти Рогажки-Слатина ожидали, что башню посетят за полгода 35 тысяч туристов. Но в итоге всего лишь за 4 месяца башню посетило более 40 тысяч туристов. Наверняка благодаря моему репортажу. Если вы еще не видели моего репортажа об этой башне, то можете посмотреть, перейдя вот по этой ссылке. Напомню, что смотровая башня «Кристалл» высотой 106 метров является самым высоким зданием Словении. На ее строительство было потрачено 5 миллионов евро. 2 миллиона из 5 было выделено из государственных средств. Многие были недовольны строительством башни и считают, что 2 миллиона были пущены на ветер. Я считаю, что деньги, потраченные на эту башню, окупятся. Ведь туристы покупают не только билетик на башню, но также посещают рестораны, кафе, платят за гостиницы, останавливаются в санаториях, посещают термальные источники и так далее. И везде, соответственно, оставляют свои деньги, которые идут на развитие региона. В городе Марибор начинается новая эра сортировки мусора с помощью сенсорных датчиков, которые с помощью машинного зрения будут анализировать мусор. И те домохозяйства, которые будут правильно сортировать мусор, получат ценные подарки. Но, как я полагаю, ценные подарки будут только в начале. В дальнейшем при неправильной сортировке мусора людей начнут штрафовать, а может даже и сажать. Помните, большой брат следит за вами. Друзья, и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Послезавтра в Любляне от +5 до +16, облачно с прояснениями. Спасибо. Так и хочется вам что-то еще приятное сделать. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!